В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Завершилась прямая линия главы Якутии Айсена Николаева. От жителей республики поступило более 1000 вопросов. Вскрытие реки Лены в пределах Ленского и Алекминского районов ожидается 6-11 мая. В целом ледоход ожидается в сроки, близкие к нормам. Золотое звено уложили в республике. В Нижнем Бестяхе появился железнодорожный выход к реке Лене. В Якутске продолжается ремонт объектов и общественных пространств к играм «Дети Азии». К началу спортивных мероприятий в столице республики проведут ремонт памятников и озеленение. В единственном экземпляре и на долгую память в Фонде Национальной библиотеки появилось уникальное издание о жителях Якутии, которые прославили свою республику. Завершилась прямая линия главы республики Айсена Николаева. За несколько часов прямого эфира от жителей республики поступило более 1000 обращений по самым разным вопросам. Транспортная сфера и автодороги, переселение из ветхого и аварийного жилья, а также сфера поддержки льготных категорий граждан. Не обошли стороной и вопросы трудоустройства. Вы знаете, вот как раз срез, он очень такой четко показывает именно вот сегодняшнее состояние нашего общества, сегодняшние запросы нашего общества. И ведь заметьте, многие темы, которые еще пару лет назад, наверное, года 3 назад тоже у нас здесь были, они сейчас исчезли. Вот, например, вопрос здравоохранения. Важнейшие, тяжелейшие вопросы. И я помню, вот 18-й год, 19-й год, когда мы с вами здесь встречались, вот как раз масса вопросов была по данному направлению. По образованию всегда было много вопросов. Экономика республики выросла на 24%. Об этом в ходе прямой линии заявил глава региона Айсен Николаев. Как отметил руководитель республики, за первый квартал этого года показатель составил свыше 10%. Впервые Якутия вышла на 2-е место в стране по объемам добычи золота. Лидирующие позиции наша республика держит и в сферах угледобывающей и нефтегазовой промышленности. Такие результаты позволяют влиять не только на Якутию, но и на весь Дальний Восток. Я вообще считаю, что для более быстрого, еще динамичного развития Якутии у нас сегодня 2 ограничивающих фактора. Это транспортная и энергетическая система, которые были созданы для нужд экономики Советского Союза 70-х, 80-х годов. Тогда это все работало, тогда это все было сделано правильно, правильные задачи были поставлены. Но мы уже, еще раз говорю, далеко превзошли результаты Советского Союза по всем направлениям. И, конечно, сегодня мы уже чувствуем дефицит электричества. 3 года назад мы были профицитным в части электроэнергетики. Сегодня у нас уже не хватает электричества для дальнейшего серьезного развития. По транспорту вот тот же мост через Лену, так, он всегда считался, что он только нужен для развития города Якутска. Город Якутск тогда был не очень большой, и считалось, что еще год потерпите, еще десяток потерпите. Но сегодня все уже видят, что отсутствие здесь мостового перехода мешает уже бурному развитию всего северо-востока страны. Не оставили без внимания и арктическую зону республики. За последние годы в Якутии впервые стали вводить серьезные социальные объекты. Это школы в населенных пунктах Чукурдах и Батагай-Лыта. В поселках Хану, Момского, Улуса и Батагай-Верхоянского района появились объекты здравоохранения. Также строятся и многоквартирные дома в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Хотя нас уже миллион, да? И вот как раз со Скалахи я считаю, что можно сделать такой объект, в котором будет гимназия. Там школа, если я не ошибаюсь, 120 детей, так, детский сад где-то на 50 детей, вот, и дополнительное образование. Да, скажем так, детские технопарки его можно называть. Мы с главой этот проект обсуждали, и Эдуард Платонов, он предложил софинансирование. Анабарский район как раз тот район, где он является акционером компании «Алроса». Хорошо ему помогает и поддерживают, дивиденды есть. Поэтому, в принципе, он готов серьезное софинансирование сделать. Я думаю, что, наверное, мы это решение примем. Тем более в списке строительства, который у нас по Республике единой, я этот список постоянно смотрю, так сверяюсь, вот эта школа стоит под номером 2.
Также в ходе прямой линии Айсен Николаев сообщил, что программа переселения граждан из аварийного жилья работает не только в крупных городах, но и отдаленных районах. В целом в регионе в новое жилье переехало свыше 40 тысяч человек. Еще предстоит много сделать для выполнения и первого этапа, который сегодня реализуется. Ну и дальше тоже ставится задача. Сегодня по поручению президента правительства Российской Федерации готовят новые этапы программы. Конечно, мы все понимаем, что сегодня время тяжелое, непростое, и понимаем, какие сложности испытывает и федеральный бюджет, но при этом по решению президента программа будет продолжена. Уверен, что Якутия тоже, конечно, будет дальше в ней участвовать. К другим темам. Инфраструктурную субсидию в размере 10 миллионов рублей выделит на реализацию проекта грузового терминала в Нижнем Бестяхе. Инфраструктура грузового терминала будет включать 3 причала, 3 площадки переработки и хранения грузов и склад горюче-смазочных материалов, а также подъездные железнодорожные пути. Работы по устройству первой площадки планируется выполнить в этом году. Также идут работы по устройству склада ГСМ. Проектная мощность комплекса составляет более 1 миллиона тонн переработки грузов в год с перспективой увеличения до 2 миллионов тонн. Руководитель региона рассмотрел вопросы готовности сил и средств правоохранительных органов к реагированию на угрозы совершения террористических актов и усиления мер обеспечения безопасности мероприятий в период майских праздников, которые начнутся в Якутии со Дня Республики. Так, в частности, должна быть организована работа оперативных групп реагирования на основе данных камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Ну а в праздничные дни будут усилены пешие автомобильные патрули, организованы посты наблюдения, в готовности будут находиться резервные силы правоохранительных органов. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие Лек, Лена и Киренга преимущественно произойдет в 3-й декаде апреля. Сейчас небольшие подвижки в Лене начались в районе Жигалова в Иркутской области. На данный момент в паводковый период организована работа временных гидрологических постов. При ухудшении обстановки в готовности резерв. Это аэромобильная группировка Главного управления в количестве 100 человек, 20 единиц техники и 5 плавсредств. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие рек Лена и Киренга преимущественно произойдет в 3-й декаде апреля. Оперативные группы, работающие в акватории реки Лены в районах Иркутской области, также осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, выполняют превентивные мероприятия. В целом ситуация находится под контролем. Поэтому мы ориентируемся на прогноз, то, что нам дает гидрометеорологи. И согласно на основании этого прогноза, то есть наши оперативные группы работают, также осуществляют контроль. В Якутске тем временем с заниженных мест откачано более 14 тысяч кубометров воды. Городские службы и территориальные органы управления отчитались о проведенной работе. По информации Якутдорстрой, на полигон складирования снега вывезено более 686 тысяч кубометров снега. На текущий момент наполненность полигона по улице 50 лет Советской Армии составляет 91%. Жилкомсервис продолжает откачку талых вод с улицы Якутского. Управы ежедневно проводят объезды по вывозу снега с территории социальных объектов и уборки наледи ресурсоснабжающими организациями. Безопасность дорожного движения обсудили на заседании правительственной комиссии. Участники совещания совместно с Дмитрием Садовниковым обсудили состояние аварийности на автомобильных дорогах, а также меры по их снижению дорожно-транспортных происшествий. В ходе совещания в адрес муниципальных образований были даны отдельные поручения для проведения профилактических мероприятий о соблюдении правил дорожного движения. Не остался в стороне и вопрос по безопасной организации перевозок детей, в том числе и во время 8-х международных игр «Дети Азии». У нас идут превышения показателей по дорожно-транспортным происшествиям и по раненым и погибшим по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну и сегодня, соответственно, рассматриваем комплекс мероприятий, которые необходимо произвести на территории республики, как на республиканских, федеральных и муниципальных дорогах.
Еще одно значимое событие произошло в истории Якутии. Это ввод в эксплуатацию подъездного пути и укладка золотого звена к грузовому терминалу Нижний Бестях. В июле 2019 года вся республика праздновала сдачу в эксплуатацию участка Томот Нижний Бестях и прибытие первого пассажирского поезда на станцию. За эти 5 лет пассажирский поезд перешел на ежедневное курсирование. Теперь открытие железнодорожного выхода к реке Лени позволит обеспечить напрямую перевалку грузов и вагонов на речные суда для доставки в отдаленные районы нашей необъятной республики. Стыкует железную дорогу с речной артерией. Это два наших основных пути доставки грузов. Это выполняет прежде всего поручение президента страны Владимира Владимировича Путина о транспортной безопасности, о развитии транспортной инфраструктуры. Это напрямую влияет на реализацию развития, планов развития, социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Потому что транспорт – это основная составляющая для развития социально-экономического. Конечно, задачи, которые ставит глава республики Айсан Сергеевич Николаев по транспортному развитию, по снижению цен, по более оптимальным логистическим путям доставки грузов, сегодня в полной мере выполняется. И то, что сегодня произошла состыковка, по сути, это поворачивает всю динамику развития транспортной сети нашей республики. И, по сути, это тектонический сдвиг в сторону вот именно такого мультимодального образования, мультимодального хаба в Нижнем Бестяхе, который, конечно, возьмет на себя всю основную нагрузку по транспорту и по перевалке, перевозке грузов. Спортивные объекты игр «Дети Азии» проходят проверку на готовность. Ход работы благоустройства проверили члены правительства. На сегодняшний момент почти все объекты готовы к сдаче в мае. Подробнее о ходе проверки смотреть в сюжете Дарьи Короленковой. Делегация проверила ход работ в спортивных комплексах «Триумф», «Тахсун», стадионах «Туймада» и «Юность», а также в Ледовом дворце «Элей-Ботур». В последнем объекте работа идет с небольшим опережением графика. В настоящий момент в нем идет монтаж входной группы. Сейчас у нас идет монтаж входной группы, смонтировали стены музея, идет шлифовка полов на первом, на третьем этажах, замена дверей, все идет по графику. И примерное окончание работ будет 15 мая. Ну, это мы сроки для монтажа наших подрядчиков поставили, а вообще окончание до 31 мая у нас контрактов всех и должны в сроки уложиться. В ходе объезда Кирилл Бычков отметил, что важно не только сдать все объекты в назначенные сроки, но и обеспечить высокий уровень безопасности, соответствующий международным соревнованиям. Контролирующие структуры все наши, также и МЧС, и все остальные участники этого процесса уже выставили окончательные требования. План этот реализуется, закупаются отдельные технические средства, реализуется полностью план-график по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. Поэтому я уверен, что безопасность, то внимание, которое сейчас уделяется безопасности, позволит достичь достаточный уровень для наших участников и гостей. По итогам объезда было отмечено, что работы на объектах идут без отставания от графика. Напомним, на грядущих соревнованиях будет задействовано 16 спортивных объектов, в том числе 2 спорткомплексах, которые будут возведены специально для 8-х игр «Дети Азии». Дарья Короленкова, Илья Сыромятников, Якутск. Ну а в Нейрингре работает 3D-фирма по производству кастомных изделий для нужд СВО. Она создана на базе информационно-технологического лицея номер 24. Внедрение информационных технологий совершенствует систему материально-технического обеспечения бойцов. Об изделиях, изготавливаемых в 3D-лаборатории Нейрингре, расскажут наши коллеги. Идея принадлежит выпускнику ИТЛ номер 24 Захарову Вячеславу, который в числе первых отправился на СВО, при выполнении воинского долга получил ранение и, чтобы продолжать помогать своим, организовал собственную 3D-лабораторию, а позже обратился в родной лицей за помощью в увеличении количества производимых изделий. Сергей Михайлович эту идею поддержал. Взяли старые свои принтеры, у нас было 3 принтера, купили новый принтер. И, соответственно, начали печатать. Потом поняли, что старые принтеры качество изделия, к сожалению, не тянут. Тогда я уже, соответственно, обратился к Илье Олеговичу с просьбой помочь в расширении именно объемов производства.
Сегодня благодаря лицею, помощи городских властей и других спонсоров 10 3D-принтеров бесперебойно делают свою работу. Пластмассовые детали на вид выглядят игрушечными, но на деле это жизненно важные предметы для бойцов. Здесь изготавливают подсветку орудий, комплекты перетяжки, системы зарядки автомата, держатели для рожков, хвостовики и накольники, компоненты для беспилотников, ампульницы для госпиталей, военных медиков и бойцов. Вот такие индивидуальные под одну, чтобы это легко снималось, чтобы боец в своей аптечке мог вытащить здесь мягкий шприц, то есть нефопамом с обезболивающим, например, или какими-то такими средствами. И, соответственно, он мог себе оказать помощь даже в случае ранения. Все это делается из прочного PETG пластика. Катушки хватает на 3 дня. Часть пластика лаборанты изготавливают сами, перерабатывая бутылки. В неделю мы производим около 5000 изделий на сегодняшний день, и, соответственно, поставляем. У нас есть график поставки, в зависимости от того, какие это изделия, мы их поставляем в различные военные части. Успешное применение технологии оказывает большую помощь нашим бойцам. Все люди сегодня в едином порыве помогают фронту. Я благодарю Сергея Ивановича Демина, который помогает организовать эту работу. Действительно, большим количеством это все пакуется, через наших волонтеров отправляется на фронт. Мы будем дальше помогать. В наших планах именно городской администрации мы 8 мая открываем центр сбора беспилотников. Мы будем вторые, насколько я понимаю, в республике после Якутска по сбору конкретно беспилотников, которые будут отправиться на фронт. Нерюнгринцы передают опыт и в другие регионы. Так, по франшизе были открыты 4 небольшие лаборатории в Амурской области на базе образовательных учреждений. Еще планируется открытие таких лабораторий в столице республики и новых регионах России. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Госдуму внесли законопроект о демобилизации многодетных отцов. Изменения вносятся в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно законопроекту, порядок увольнения мобилизованных граждан определит правительство. В случае принятия законопроекта это основание для увольнения будет только у тех, кто до объявления частичной мобилизации уже являлся законными представителями 2 и более детей и получил статус многодетной семьи в течение 1 года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не мог реализовать право на отсрочку. Закон вступит в силу через месяц со дня опубликования. Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера и Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов в семьях подписали соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения – взаимное партнерство в экспертно-аналитической, консультационной, информационной поддержке в области народного прикладного искусства и художественных промыслов, а также изучение видов народных промыслов и обновление словаря терминов на государственных и официальных языках народов Республики Саха. Агентство субсидий проводит День открытых дверей для жителей Якутска в МФЦ. Ведущие специалисты курируют якутян по вопросам компенсаций. О том, как получить и кому полагаются государственные услуги от агентства, расскажет Аман Отов. Агентство субсидий предоставляет 3 государственные услуги: субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества и компенсации расходов на оплату жилья и взносов на капитальный ремонт в размере 50% на семью, проживающую совместно с участником СВО. Эту услугу мы предоставляем с 1 января 2024 года. Согласно порядку, компенсация предоставляется только на одно жилое помещение на территории Республики Саха-Якутия по адресу постоянной прописки участника СВО после понесенных фактических расходов, то есть после оплаты. Поддержка населения Якутии становится более доступной благодаря программам социальной поддержки. Государство предоставляет компенсацию на капитальный ремонт жилья для граждан, достигших возраста 70 лет. Размер компенсации составляет 50% от расходов на ремонт. А для лиц, достигших 80-летнего возраста, размер компенсации составит 100%. Эта инициатива направлена на обеспечение достойных условий проживания пожилых граждан, содействуя им в обслуживании и улучшении своих домов. День открытых дверей. Узнала, что сегодня день открытых дверей в МФЦ. И пришла сюда. Меня заинтересовала услуга для пенсионеров, а именно компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для граждан старше 70 лет.
Специалисты доходчиво мне объяснили о том, какие документы нужны, какие основные условия для получения компенсации, также они рассказали. Вопросы по социальной поддержке жители республики могут задать в отделениях агентства субсидий, а также в офисе «Мои документы» каждый четверг с 9 утра до часу дня. Аманотов, Иван Сорокаумов, Якутск. В преддверии Дня Республики Фонд национальной библиотеки пополнился уникальным изданием. Это «Золотая книга славы Якутии», которая создана по инициативе кандидата медицинских наук Светланы Яковлевой в сотрудничестве с творческой группой издательства «Аяр». Героями нового издания являются жители Якутии, прославившие республику далеко за ее пределами. Это 588 человек, среди них есть известные личности и наши современники. Книга издана в единственном экземпляре. Специально для этого изготовили специальный постамент – витрину из орехового дерева. Эта книга станет исторической реликвией народа Саха, потому что, как мы знаем, только люди составляют самое большое богатство нашего общества. И именно вот достижения наших соплеменников это является именно предметом гордости и предметом темы этой книги, этого проекта. Каждый год может добавляться новыми героями. Есть такая возможность уникальная. И она в единственном экземпляре. Но для большого количества интересующихся людей будут доступны электронный вариант этой книги. Ну а в Ленинском технологическом техникуме торжественно открыли новые мастерские по двум востребованным компетенциям. Это обработка листового металла и машинист технологических насосов и компрессоров. Подробности далее. Открытие мастерских – долгожданное событие для руководителей и педагогов технологического техникума. Благодаря поддержке Минвосток развития России и Министерства образования и науки Ленинский ЛТТ получил грант в размере 10 миллионов рублей. На эти средства было приобретено современное оборудование, которое соответствует государственным образовательным стандартам. У нас появляются очень большие возможности. Это такие, как более качественно готовить студентов для того, чтобы они трудоустраивались на предприятиях нашего города и района. Это же, конечно, обучение по коротким программам. Это профпробы. Это ранняя ориентация наших школьников в наших школах. Ну и, конечно, конечный результат, чтобы наши выпускники трудоустраивались на предприятиях нашего города и района. В торжественном открытии приняли участие депутат Илтумен, представители городской и районной администрации, также руководители промышленных предприятий, которые взаимодействуют с техникумом уже на протяжении многих лет. После официальной части приглашенные прошли на экскурсию. В процессе осмотра мастерских студенты техникума, которые уже успели ознакомиться с работой нового оборудования, рассказали присутствующим об устройстве насосных установок. Собственно, эта насосная установка состоит из шкафа управления, двух асинхронных двигателей, центробежный насос с электроприводом, нагнетательного трубопровода и всасывающего трубопровода. Нагнетательный трубопровод состоит из обратного клапана, запорной арматуры, двух шаровых кранов, сетчатого фильтра и также счетчик. Студенты техникума довольны, признаются, что теперь учебный процесс будет интереснее. Мы будем увереннее, у нас будет больше практики, можно сказать, мы больше сможем потрогать, поделать, посмотреть визуально, послушать даже. Владимир Сачков, мастер производственного обучения, рассказал, что ребята помогали в монтаже оборудования и запуске новых установок. Одна из мастерских предназначена для машинистов технологических насосов и компрессоров. Во-первых, компрессоры для компримирования воздуха или газа, как они желтым и красным, это винтовые компрессоры. Далее за спиной находятся имитации трубопровода и расширительной емкостью, так сказать, гидроаккумулятор и шкаф управления. Это для того, чтобы показать, как в реальности работает трубопровод. Во второй мастерской студенты будут заниматься обработкой листового металла. Гибкое железо металла, гильотина, чтобы рубить металл, отрезать, какой нужен будет по заданию, по техническому заданию. Станки, где они могут просверлить этот металл, чтобы заклепать, смогут соединить два листа с появлением таких вот мастерских с постами. Мы же можем учебную практику сразу проходить. Теорию прошли и практику в одном учебном заведении. А на практику, когда они на предприятия города пойдут, то гораздо подготовленнее. Новые мастерские позволят обучающимся техникума осваивать профессиональные компетенции на высоком уровне, готовиться к конкурсам профессионального мастерства, проводить демонстрационные экзамены. А самое главное, они обеспечат качественную подготовку кадров для экономики нашего района. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
И последнее. Якутский биографический фильм «Карина» выходит в российский прокат с 25 апреля. Картину покажут в Москве, Петербурге, Владивостоке, Улан-Удэ, Хабаровске и других крупных городах. Фильм поставил новый рекорд. Сборы с начала премьеры превысили 36 миллионов рублей. Таким образом, «Карина» становится самым кассовым якутским фильмом. За ней следует фильм «Айта» режиссера Степана Бурнашова. Сборы составили 26 миллионов рублей. Фильм основан на реальной истории, произошедшей в селе Алекминского района Якутии, когда летом 2014 года в лесу пропала 4-летняя девочка Карина Чикитова. Известно, что она блуждала по тайге вместе со щенком. Спустя 12 дней ее обнаружили живой и невредимой. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в эфире.